встретили музыкой и с хорошим настроением. Встречает избирательный участок своих голосующих. Один из первых пришел Бекам Богатырев. После прохождения определенных процедур направляется к столу, чтобы получить бюллетень и сделать свой выбор для будущего, тем самым подавая пример для многих. Я пришел сегодня посмотреть, как люди голосуют. Сам пришел проголосовать, потому что основной закон нашей страны – это очень важно. Поправки очень важны. Мне кажется, население должно участвовать в них и делать свой выбор, правильный выбор. Прозрачность, безопасность и удобство. Этот участок действительно можно назвать показательным. Все правила индивидуальной защиты соблюдаются, а помещения регулярно дезинфицируют, протирают столы и кабинки. На первом месте безопасность. За этим участком закреплены 1700 избирателей, из которых 305 уже проголосовали. Каждому из них было рекомендовано время посещения, чтобы избежать одновременного потока большого количества людей. Прошло уже 2 дня, как у нас идут выборы. По поправкам в Конституцию должно проголосовать на участке у нас 1700 человек. Активность показывают избиратели. И думаю, соответственно, что 1 июля основной день мы покажем хороший результат. По опросам ЦИОМ на первом месте для жителей являются социальные поправки, такие как индексация пенсии, увеличение МРОТ и выплаты для детей. Для Малики Зандукаевой, которая связала свою жизнь с самым ценным, что у нас есть, эти поправки обещают светлое будущее. Я надеюсь, что будет лучше для нас, для России, для всех, наверное, для жителей Ингушетии, для детей наших будущих, для поколений, которые растут, которые ничего не видят. Может, какие-нибудь изменения будут в России. Здесь каждый имеет свою ценность. Так, например, чтобы стать волонтером Конституции, нужно было пройти специальный онлайн-курс, что и сделала Айна Галаева. Знаниями по тексту Конституции и ее поправок овладела. На практике нужно всего лишь умение находить общий язык с людьми. В принципе, ничего сложного нет. Просто мне нужно измерить температуру, сдать маски, сдать ручку, чтобы пользоваться антисептиком. Каждый должен понять, что нужно проходить через это, потому что у нас пандемия. Всего лишь один вопрос «да» или «нет». Ответить на него пришел и Амирхан Белхароев. По его словам, не принять участие в голосовании не мог, ведь нужно твердо решить для себя, чего мы ждем от будущего. Я пришел проголосовать за поправки Конституции России, отдать свой голос, так как я считаю, что многие пункты, которые в Конституции изменяются, очень важны для нашего, не только для нашего народа и региона, но для всей России. Еще одно удобство этого голосования, что любой желающий может проголосовать на дому. Для этого всего лишь нужно подать заявление, и члены избирательной комиссии сами приедут, соблюдая при этом все нормы индивидуальной защиты. Лидия Бокова так и поступила. В последнее время женщина жаловалась на недомогание, и такой мере не обрадоваться просто не могла. Если бы я не заболела бы, я пришла бы, проголосовала бы сама, не заставила бы вас, чтобы вы сами сюда пришли. Последовать примеру соседки решила и Марият Гатиева, считая, что болезнь не преграда, когда решается судьба страны. Я решила голосовать дома, так как проблемы со здоровьем, и мне так удобно. Важно знать, что общероссийское голосование идет за весь список изменений, а не за отдельную поправку. Это предполагает формат голосования плебисцит, а с их принятием изменения грядут практически во всех сферах. Ну а у избирателей впереди еще 4 дня, чтобы сделать свой выбор. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.